Каждый год летом город остается на какое-то время без горячей воды. И каждый год для многих соликамцев это событие весьма нерадостное. Ой, ну это, конечно, большой дискомфорт, но я работаю посменно и поэтому моюсь на работе. А так, конечно, лучше бы не отключать. Приходится воду греть. Ну, плохо, конечно. Было бы хорошо вообще не отключать. Ходим к родственникам, и дискомфорт ужасный. Ну, дискомфорт, конечно, но все терпимо. У нас еще дом есть, так что баня есть, так что я не страдаю из-за этого. Ну, конечно, дискомфорт большой без горячей воды. Но если такие проблемы есть, все равно их надо решать. Во-первых, как-то пережить этот момент, постараться. Ну, я думаю, что все с этим справятся, надеюсь, и быстрее включат горячую воду. Раиса Абраменкова живет с маленьким внуком, поэтому тазики наготове держит уже сейчас. По отключению воды, конечно, у нас бака-то нету. Очень холодно. Воду греем ведрами, кипятильником, на газу. И вот ребеночек маленький, надо купать, посуду мыть. Самим тоже хочется купаться. И вот неудобно, конечно, очень даже. В баню ходить дорого. На улице очень холодно. Но неудобства, конечно, очень даже много. Нынче лета нету. Очень холодно. И каждый такой период пенсионерка тратит много времени на то, чтобы согреть воду. Время без горячей воды эти люди переживают тяжело. Успокаивает только то, что отключение будет максимум на 3 недели. Каждый раз греть холодную воду приводит к большим неудобствам. Но лучше пережить этот момент летом, чем зимой остаться без отопления. Во время отключения воды идут плановые восстановительные работы в котельных и на теплотрассах районов Центра и Боровска. А еще в этом году планируется заменить порядка 6 километров трубопровода. Затраты на все это составят 29 миллионов рублей. Планируется провести работы как по подготовке сетей, именно гидравлическому испытанию, восстановлению изоляции, текущему ремонту. Ну и, собственно, работы самые объемные – это работы по капитальному ремонту сетей. Мы подходим адресно к каждой сети, если можно так выразиться, то есть где в зависимости от условий ее эксплуатации, то есть где есть необходимость, мы ложим трубы в современной изоляции, в ППУ с жестким покрывным слоем, для того, чтобы минимизировать негативное воздействие, допустим, от каких-то стоков, которые попадают от осадков, ну, а где есть возможность достаточно без ущерба качеству положить обычные трубы, мы используем их. Временное отключение горячего водоснабжения будет проводиться во всех районах Соликамска. На Клестовке с 7 августа по 13 августа. В микрорайоне Красное и 72-м квартале с 3 июля по 17 июля. Также северная часть города, Боровск, будет без горячей воды с 3 июля по 19 июля. И третий микрорайон Калищиков лишится горячей воды с 7 августа по 13 августа. Именно такие современные трубы готовы к использованию для того, чтобы заменить старые прохудившиеся трубы тепловых сетей города Соликамска. Екатерина Каичева, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль ТВ.